прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Врачей не хватает, а число жалоб от населения растет. Это же качество жизни, это настроение людей. Каким районам нужно подтянуться? Рейтинг от президента услышала и Анна Городнова. Опасное движение. Даже при скорости 40 км в час 12-тонный автобус. Можете представлять, какая у него кинетическая энергия, да? Почему в Казани происходит ДТП и что с этим собираются делать? Узнал Дмитрий Аренин. Вопросы качества. В целом показатели безопасности остаются стабильными. Почему людям желательно прививаться и не стоит бояться магазинных продуктов? Об оценке, которая дана Роспотребнадзором. Рамиль Шайдуллин. Врачей не хватает, а онкозаболеваемости и уровень смертности на селе растет. В Минздраве республики сегодня озвучили антирейтинг районов. В итоговой коллегии ведомства принял участие Рустам Минниханов. Но прежде давайте вспомним, какие проблемы и вопросы стояли перед Минздравом год назад. Прошлая встреча президента с врачами состоялась на фоне резкого падения рождаемости. Поэтому Рустам Минниханов одним из главных обозначил вопрос демографии. Ровно год назад мы держались только из-за резкого снижения смертности. Это компенсировало разницу. Тогда президент отметил: здравоохранение вторая по объему статья бюджета. Деньги тратят большие, а проблемы остаются. Об этом говорят обращения в народный контроль. 2017 год, 889 обращений в народный контроль. Вы... Значит, начиная с министра и руководителей на городском районном уровне, ежемесячно должны все эти обращения брать в работу и посмотреть. Рустам Минниханов тогда обратил внимание: есть жалобы на первичное звено и на очереди в поликлиниках даже при записи по интернету. Кроме этого, он акцентировал внимание врачей на профилактику онкологических заболеваний. Цитата: «Если не предупредить, то лечить в 10 раз дороже». Об онкозаболеваниях говорили и сегодня. Кроме того, в своем выступлении президент Рустам Минниханов назвал заведения, на которые жалуются чаще всего, и призвал усилить контроль. В 9-й детской стоматологии новое оборудование и яркие стены. Чтобы лечить зубы пациентам было в радость. Поликлинику после капремонта сегодня осмотрел президент. За 2 года в республике обновили материально-техническую базу более 700 учреждений. Но число жалоб от населения выросло. Люди заплатили за платные услуги и идут вне очереди, когда человек, который пришел по программе госгарантий, сидит и ждет. Это все-таки эти потоки надо разделить, я неоднократно об этом говорил. Минздраву и фонду ОМС дано поручение усилить контроль в антирейтинге. По числу жалоб 8-я городская поликлиника Казани, 7-я горбольница, 6-я детская поликлиника. Министр здравоохранения озвучил другой рейтинг. На селе растет уровень смертности. Самые высокие показатели смертности в муниципальных районах Тетюшском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Апасовском. Самый низкий уровень смертности зарегистрирован в городе Набережные Челны, Нижнекамске и Казани. Основная причина, помимо онкозаболеваний, болезни сердца. Поэтому с этого года в Татарстане заработает проект по изучению генов. У нас будут обследоваться семьи, взрослое население и их дети, для того, чтобы выявить, являются ли родители, перенесшие в молодом возрасте инфаркт или инсульт, либо другое атеросклеротическое событие, являются ли они носителями гена семейной гиперхолестеринемии. При этом кардиологов в Татарстане не хватает. Дефицит также онкологов и врачей амбулатории. В Чистопольском, Заинском, Менделеевском районах укомплектованность врачами всего 40%. И это несмотря на целевой набор в вузы. В 2012 году министерством было выдано 73 целевых направлений для поступления в Казанский государственный медицинский университет, по окончанию которой в 2018 году, то есть через 6 лет, возвратилось только 13 выпускников. В обновлении нуждается и автопарк скорой помощи. Половина машин подлежит списанию, заявил министр. Этот год в Минздраве пройдет и по знакам строительства. В республике начнут строить Центр детской онкологии и филиал республиканского онкодиспансера в Челнах. В Казани откроют 2 сосудистых центра и Центр трансплантологии на базе 7-й горбольницы. Анна Городнова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.
Врачи отказывают, прокуратура настаивает. Нижнекамская прокуратура встала на защиту прав ребенка-инвалида. У 7-летней Алии Манеевой нейрофиброматоз. Это когда по всему телу появляются опухоли. Подавить их рост может препарат Рапамум. Но родители ребенка говорят, они не могут добиться права на бесплатное получение этого лекарства от Минздрава Татарстана. Ведомство отказалось с формулировкой «препарат не входит в перечень жизненно необходимых». Тогда Манеевы обратились в Москву. Купить 8 упаковок помог Русфонд, однако этого хватит ненадолго. Семья была вынуждена пойти в суд и прокуратуру. Не согласившись с данным решением, прокуратура города обжаловала его в Верховный суд. Верховный суд вынес решение о признании незаконным решения Вахитовского суда и направил дело на новое рассмотрение. Прокуратура говорит, в соседних регионах дети с таким диагнозом препарат Рапамум получают бесплатно. Как сообщили в Минздраве, точка в этом деле не поставлена и обещали прокомментировать ситуацию позже. К другим темам. Сегодня в исполкоме Казани рассматривали предложение правительства отвязать зарплату водителей автобусов от плана. Так они, возможно, перестанут лихачить на дорогах. Однако, как заявили перевозчики, зарплата без плана – миссия невыполнимая. Почему? Выслушал Дмитрий Аринин. Большой город – это и большая опасность. В минувшем году на дорогах Казани пострадали более 2000 человек. Это получается в среднем ежедневно 6 человек становятся жертвами дорожного движения. Как говорит статистика, пострадать можно везде. И на пешеходном переходе, и в своей машине, и будучи пассажиром общественного транспорта. Что делать, чтобы люди не страдали, сегодня обсуждали в столичном исполкоме. Анализ данных и динамика основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень травматизма в городе остается высоким, по ряду направлений имеет тенденции к росту. К этому диалогу подоспел и анализ изучения общественных перевозок в Самаре. Из положительных моментов отметили, что там, в отличие от нас, зарплата водителей не привязана к плану на перевозки. То есть лихачить, гоняясь за прибылью, необходимости нет. Прошу в решении комиссии включить вопрос исключения зависимости дохода водителей от выполнения плановых показателей со сроком исполнения до 1 июля текущего года. Однако, как заявили перевозчики, решение это дастся им тяжело. Отвязать водителя от сбора выручки, это, можно сказать, очень тяжело. Все равно деньги собирать надо, наличка есть. Большая часть, конечно, это сейчас будет возлагаться на кондуктора. В минувшем году с участием общественного транспорта в Казани произошло более 100 ДТП. В них, в основном упав, пострадали 150 пассажиров. Как сегодня оправдывались перевозчики, не всегда в этом виноваты водители. Легковой автомобиль подрезает, выезжает на полосу пассажирского автотранспорта. Избежать, сносить его, труп в салоне, труп в машине. Даже при скорости 40 км в час 12-тонный автобус. Можете представлять, какая у него кинетическая энергия? Несмотря на все сложности, столичные власти призвали в первую очередь думать не о кошельке, а о жизнях. Экономика не может быть основанием для нарушения на дорогах, для несоблюдения скоростного режима. При любой стоимости билета мы будем требовать соблюдения культуры вождения и обслуживания пассажиров. Чтобы по правилам ездили больше, дорожную инфраструктуру будут делать и лучше. Это и светофоры, и камеры видеонаблюдения. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Транспортный грант для студентов увеличат в 2 раза – с 30 до 60 миллионов рублей в год. Об этом сообщил министр молодежи Дамир Фаттахов. Напомним, ранее студенты жаловались на цены на проезд в общественном транспорте и просили ввести студенческий проездной. Рустам Минниханов поручил найти решение проблемы министру молодежи. Сейчас на транспортный грант смогут претендовать не только активисты вузов. С 1 февраля 340 тысяч федеральных льготников в Татарстане получат повышенную денежную выплату. Об этом сегодня сообщили в Пенсионном фонде. Это коснется ветеранов, инвалидов и участников войны. Напомним, на 7% повысились и страховые пенсии. Однако не все это почувствовали. Почему? Выясняла Юлия Муратова. 31 окно. Равзия Идиатуллина на пенсии 2 года. Много лет проработала на заводе. Размер пенсии ниже прожиточного минимума. По закону имеет право на федеральные социальные доплаты в качестве компенсации. Пенсии 80 тысяч мне не хватает. Мне много надо покупать. Пенсионерка получает еще и пенсию по инвалидности, а в сумме со страховой ее общий доход превышает прожиточный минимум. Это значит, что в категорию лиц, которая может претендовать на такие доплаты, она не входит. При подсчете общей суммы общего прожиточного минимума пенсионера учитываются все выплаты по линии пенсионного фонда, а также выплаты, которые осуществляются по линии органов социальной защиты. И федеральная социальная доплата составляет разницу прожиточного минимума
и общего дополнительного материального обеспечения пенсионеров. Федеральные социальные доплаты могут получать только те пенсионеры, размер пенсии которых меньше прожиточного минимума даже со всеми мерами соцподдержки. Если у нас увеличение пенсии произошло в январе 2019 года на 7%, соответственно, пенсия увеличилась на 7%, прожиточный минимум не изменился, 8232, и, соответственно, федеральная социальная доплата уменьшилась. Именно поэтому повышение пенсии многие не заметили. Однако для другой категории граждан выплата увеличится уже с февраля этого года. Федеральные льготники получат ежемесячную денежную выплату на 3,5% больше. Юлия Муратова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Пенсионеров просят быть осторожнее. В Казани активизировались мошенники. Они звонят от имени сотрудников пенсионного фонда и просят сообщить персональные данные. Голос трубки обещает надбавку к пенсии за советский стаж. В пенсионном фонде отмечают, в этом году не ожидается никаких надбавок за советский стаж. Узнать же о своих пенсионных отчислениях можно на портале госуслуг, заказать справку на сайте пенсионного фонда, либо обратиться туда лично по месту жительства. С собой необходимо иметь СНИЛС и паспорт. Именно данные этих двух документов запрашивают мошенники. Если лица представляются сотрудниками полиции либо других специализированных служб, то есть просить предъявить удостоверение, не стесняться позвонить в офис, то есть данной организации, либо это пенсионный фонд, газовые службы и так далее. При всех подозрительных случаях сотрудники пенсионного фонда просят обращаться жителей в контакт-центр по телефону, который сейчас на экране. Использование и охрану водных бассейнов Волги обсудили в Доме правительства. Рустам Минниханов встретился с волжским межрегиональным природоохранным прокурором Вениамином Селифановым. Он же представил своего нового заместителя, им стал Александр Гончарь. Ранее занимал должность прокурора Саратовского отделения этого ведомства. Готов служить. Также Рустам Минниханов сегодня обсудил вопрос о сотрудничестве с Университетом национальной технологической инициативы 2035 с его директором Василием Третьяковым. Это первый в России вуз, созданный для профессионального развития человека в цифровой экономике и ориентированный на подготовку лидеров компании. К проекту подключились ведущие учебные заведения страны. Успеть на горячее. Роспотребнадзор предлагает увеличить школьные перемены. Причина – ученики не успевают поесть горячую еду. Родители жалуются в Роспотребнадзор. Об этом сегодня говорили на итоговой коллегии. Какие еще вопросы волнуют татарстанцев? Рамиль Шайдуллин. Куриный гуляш. Горячее достается не каждому. Одни и те же порции. Одни школьники едят с пылу жару, а другим остывшие блюда. Все потому, что всем накрывают в одно и то же время, а уроки заканчиваются по-разному. В Роспотребнадзоре предлагают решение этой проблемы. Изменение учебного расписания в пользу увеличения времени перемен, реконструкции и дооснащения ряда школьных столовых. Сегодня мы очень часто говорим о нарушении технологии приготовления питания, не столько о качестве продукта, хотя этот вопрос также находится на контроле у президента республики. В поле зрения ведомства продукты питания. Многочисленные проверки показали, что на полках магазинов 7% фальсификата. По данным Роспотребнадзора, овощи обрабатывали пестицидами, но специалисты считают, что это не трагично. В продукции не были найдены ни антибиотики, ни радионуклеиды, ни ГМО организмы. В целом это не сказывается на безопасности пищевой продукции. В этом году мы отмечаем стабильную ситуацию, то есть показатели безопасности и качества на высоком уровне Республики Татарстан. Не столь гладко все по заболеваемости. За год в республике выявлено больше 744 тысяч заражений инфекционными и паразитными болезнями. По данным Роспотребнадзора, в топе пневмония, сальмонеллез и коклюш. И это при наличии эффективных вакцин. Другая угроза внешняя. 92% авиарейсов в Татарстан прибывает из эпидемиологически неблагополучных регионов. Роспотребнадзор поделился результатами работы с туристическим бизнесом. Из-за обмана клиентов за год с рынка ушли 3 турфирмы и 1 авиаперевозчик. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Татарстанские школьники стали победителями на 5-м международном конкурсе GS Group по математике. Олимпиада прошла в городе Гусев в Калининградской области. Чтобы доказать, что они лучшие в мире, ребятам пришлось пройти 2 онлайн-тура. Со знатоками царицы наук познакомилась Алия Хайруддинова. Средний прямоугольничек у нас оценится сверху чем? Всем подряд, правильно, да, отлично. Сейчас Услышать смех во время решения сложной задачи здесь привычное дело. С царицей наук и математикой тут все на «ты». Владислав Храмов продолжает начатое учителем решение. Верный ответ и овации единомышленников. Мне просто нравится сама наука, она какая-то красивая,
Ну, мне просто самому нравится этим заниматься, поэтому и занимаюсь, собственно. Сложные формулы и уравнения с множеством неизвестных уже стали частью их жизни. В математическом кружке 15 человек. Но Олимпиада – испытание для лучших. Наряду с Владиславом Храмовым в финал Международной Олимпиады прошли 40 лучших умов со всего мира. По итогам были определены 10 победителей. 4 из них – наши татарстанцы. Когда я выиграл, вообще первый день я был шокирован. Ну, я не верил, если честно. Вот, ну потом как-то немного начал проявлять эмоции. За этим успехом неустанный труд преподавателя. Говорит, такую математику можно сравнить с большим спортом. Юные лобачевские сюда приходят сами и с большим азартом. Я за них порадовался. Потому что вы поймите, в основном олимпиады, они носят такой морально-психологический стимул. Конечно, я порадовался, что дети смогли это сделать. Уже в эти выходные их ждет новое испытание – региональная олимпиада. Если не подведут расчеты, следующий шаг – Россия. А там и возможность поступить в заветный вуз страны. Алия Хайрудинова, Андерсон Тальцев, ТНВ «Казань». Цветущие пальмы, парковки для пенсионеров, а подъезды звездные, как отели. В Нижнекамске жители одного из домов превратили свой подъезд в настоящий цветник, а двор стал одним из самых красивых в республике. Уют по-нижнекамски оценил и Рамиль Галиуллин. Окно благоустроили, подоконник поставили. Светлана Байрамова, старшая по дому, с удовольствием проводит экскурсию. Говорит, жили не тужили, но в какой-то момент поняли, что неуютно. Захотелось жить красиво. В прошлом году нам сделали дорогу. И вот сейчас полностью дом отремонтирован, подъезды чистые, шикарная дорога, широкая. Вообще красивый двор. Сейчас ведь надо поддержать чистоту. Молодцы, помогают. Вот. Старший по дому помогает. Взяться за благоустройство жители дома на Вокзальной решили 5 лет назад. Ремонта управляющей компании людям показалось недостаточно, и они начали собирать деньги. В итоге накопили на новые подоконники, москитные сетки и плитку. Сейчас подъезды больше напоминают цветник. Их даже помечают звездами, как в отелях. Если в подъезде чисто, мы присуждаем 1 звезду подъезда. Если в подъезде нет долгов, культурное поведение, там, культурное содержание, мы присуждаем 2 звездочку. Следят жильцы за всей придомовой территорией. Здесь отказались от дворников. Убирать снег выходят сами в качестве подработки. Деньги распределяют по справедливости. Парковочные места закрепили за пожилыми. На общем собрании собственников все согласились, потому что люди, которые строили город, которым уже за 70, по 70, они заслужили внимание и уважение дома. Снег убирают, площадки парковочные сами чистят, никто не отказывается. Узнав о жителях на Вокзальной, их примеру последовали и соседи. Сейчас они собирают деньги на обновление территории. А в одном из подъездов уже открыли библиотеку. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Дали жару. В Елабуге прошел чемпионат среди любителей бани. Почти как в «Иронии судьбы», участники встретились в парилке в зимний вечер и пожелали друг другу легкого пара. Почему жар бросил не только участников, но и нашу камеру, расскажет Светлана Звонарева. У нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Пусть и не 31 декабря, но, как и герои известного фильма, елабужские любители пара тоже поддерживают традицию. Правда, ходят в баню не только для удовольствия, но и посоревноваться в мастерстве. Как и подобает на чемпионатах, первым делом регистрация участников, жеребьевка и инструктаж. У судей готов ряд критериев, по которым будут выбирать лучшего. Владеть техникой, паркеведиком, взаимопониманием между парильщиком и клиентов. Вдохновившись творческим началом, судьи вместе с участниками направляются на главное место жарких баталий – в парилку. Видеокамера моментально потеет, равно как и все присутствующие. Виктор Смольков называет себя спортсменом-любителем. Идите в баню – вот его рецепт от всех болезней и невзгод. Я прошерстил весь интернет, взял какие-то отдельные фишки, отдельные изюминки. И сегодня попробую я их, так сказать, применить на практике. Каждый участник старался сделать свой банный выход оригинальным. Кто-то принес с собой особые веники, кто-то использовал снег или включал музыку для настроения. В любом случае, удовольствие от горячего состязания и пожелания с легким паром получили все. Светлана Звонарева, Максим Бегашев, Ренат Гениятов, ТНВ, Елабуга. Через несколько минут игра Акбарса с лидером Восточной конференции автомобилистом. А впереди вас ждет прогноз погоды. Я же прощаюсь с вами. До завтра.
Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». В «Белке» ликвидация всех шуб. Только до конца января скидки до 50% на все меха. «Белка», Татарстан-7. Санаторий «Чувашия». Лечение и профилактика на основе минеральной сероводородной воды и питьевой минеральной воды для заболеваний желудочно-кишечного тракта. Прогулки на лыжах, катание на лошадях в Сосновом Бору. Санаторий «Чувашия». Мир здоровья и красоты. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Здравствуйте. Атмосферное давление в норме, ветер стих, осадки наблюдаются, но не сильные. Вот такая комфортная зимняя погода за окном, но об этом позже. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, для юго-востока Татарстана 30 января будет пасмурным, временами снег, около 12 мороза. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями. Тут без осадков и около 15 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске осадки не ожидаются. Столбики термометров покажут минус 14. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность. Синоптики обещают около 16 градусов ниже нуля. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Держаном местами пройдет небольшой снег. Дневные температуры минус 13, минус 15. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Тут около 14 градусов ниже нуля. В четверг температуры станут выше, местами также пройдет снег. Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов, без операции и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. Остановись немедленно! Ты что, с ума сошел? Спинку хоть потрите. Ну, пожалуйста. Тебе спину уже лечить надо. Выходи, адрес напишу. И суставы тебе там вылечат, и согреют заодно. Тепленькая пошла. Медицинский центр «Доктор Ост». Прочувствуй наше тепло. Только в январе горящее предложение на лечение болей в спине и суставах. А в каникулы еще и теплый подарок. В Казани ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Дневные температуры минус 14, минус 16. Ветер восточный слабый до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%. Вечером ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.